Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники». Сегодня у нас в студии человек с широкими международными связями и опытом работы на высоких публичных должностях и в крупном бизнесе. Будем говорить о вызовах, перед которыми стоит Молдова. Почему страна десятилетиями живет в состоянии политической турбулентности? Может ли Молдова выйти из цикла политических конфликтов? Какую роль в этом играет Гагаузия? Где проходит граница между внутренними проблемами и внешним влиянием? И главное, есть ли у Молдовы шанс стать устойчивым государством в ближайшие 10-15 лет? А мне кажется, разговор с этим человеком получится без иллюзий. В общем, друзья, мы с Еленой Карамид готовы начать дискуссию. Но прежде чем, мы всегда предлагаем вам подписаться на наш канал и предложить это сделать своим друзьям. Не забывайте, пожалуйста, ставить и лайки нашим дискуссиям, потому что вы знаете, они помогают нам продвигать наш проект. Ну и помните, чем больше единомышленников, тем сильнее наша Молдова. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии бизнесмен Ион Стурза. Ион Стурза – бизнесмен. Экономист по профессии, выпускник Государственного университета Молдовы. Трудовую деятельность начал техником завода «Сигнал» в Кишиневе. Работал экономистом в Молдавском государственном университете, референтом Ассоциации дружбы с иностранными государствами, директором компании, а затем и генеральным вице-директором Молдекс при Ассоциации внешней торговли Молдавской Советской Социалистической Республики. Был генеральным директором промышленной группы «Инкон». В 1998 году был избран депутатом парламента Республики Молдова и в этом же году был назначен вице-премьер-министром, министром экономики. В 1999 году ровно 10 месяцев был премьер-министром Республики Молдова. С 2000 года занимается предпринимательской деятельностью, с того периода генеральный директор Ромпетрол Молдова, а затем и вице-президент, член административного совета Ромпетрол Групп Нидерланды. С 2009 года президент инвестиционного фонда Flyborg Capital, член многих административных советов и фондов, промоутер многих благотворительных инициатив. В данный момент живет в Бухаресте, Румыния. Уроженец Каларажского района, 65 лет. Говорит на румынском, русском и английском языках. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый день, спасибо за приглашение. Интересным получился ваш приезд к нам, потому что вы проехали Ферапонтик и уехали в Тамай в поисках Авдармы. Как вам дорога? Потрясающая дорога на улице Ленина. Я даже шутил. На улице Ленина в Тамае, потому что вы туда... Не знаю, что-то было связано с Лениным, потому что, во-первых, почему-то Waze, который мы пользуемся в Европе, не сработал здесь и повез меня на улицу Советскую в Тамай. Но, тем не менее, я вкусил и немножко другой жизни, не только хороших дорог, которые я увидел из Кишинева до Камрата или до вашего села. Тем не менее, это экспириенс, как говорится. Да. Вы родом из Молдовы, были, как из вашей биографии стало известно, работали и министром экономики, премьер-министром страны. Вы вели свой бизнес у нас в стране, в Молдове. Как так получилось, что вы сейчас живете в Молдове, развиваете свой бизнес там? В Румынии вы имеете? Да, в Румынии, да. Вы знаете, сегодня я думаю, что это не столько важно, где ты живешь. Меня часто спрашивают, на самом деле, где вы живете, потому что я до сих пор провожу очень много времени в пути, в самолетах, в машинах. И катаюсь, как можно так сказать, между своими бизнес-интересами, которые остались в Центральной Азии, в Европе, в Молдове. Да, я плачу основные налоги в Румынии. Там находится моя зубная щетка, как мы говорим. Иногда, чтобы определить на самом деле, где человек живет и где он должен платить налоги, делается по косвенным признакам. То есть приходит человек из налоговой дома, если видит, что какие-то личные вещи там есть, значит, человек там живет. Да, но я, тем не менее, много приезжаю в Молдову. Если вы заметили, у меня много встреч, у меня бизнес-интересы большие в Молдову, относительно большие, потому что мы говорим о каких-то, может быть,
тут 20-30 миллионов евро, не такие, может быть, масштабные, но тем не менее. Но это моя родина, и мне это очень важно приезжать сюда. А почему вы ведете свой бизнес и, в общем-то, переехали, собственно говоря, жить в Румынию, а не остались проживать в Молдове, развивать бизнес и участвовать в развитии страны здесь, находясь в бизнесе и в политике? Я, во-первых, достиг определенного уровня в Молдове, и нужно было расти дальше. Конечно, Молдова при всей моей любви к ней имеет достаточно ограниченные возможности для крупного бизнеса. И когда у меня появилась возможность работать в крупном международном бизнесе, связанном с нефтью, газом, энергетикой, в Центральной Азии, в Северной Африке, в Южной Америке, в Европе, с активами и так далее, я присоединился к этому бизнесу и сделал, наверное, самое правильное бизнес-решение в своей жизни, потому что я вырос из 4-й лиги сразу в премьер-лиг большого бизнеса. Последняя цифра нашей компании была 12 миллиардов долларов, которые я управлял, Ромпетрол, на переходе от нас, местных акционеров, к государственной компании «Казмунайгаз» Казахстана. 12 миллиардов, 13 стран, МПЗ и так далее, больше 12 тысяч человек. Это было очень... Мужчины меня поймут. Понятно. Скажите, ну вот такой вот крупный бизнес, но несмотря на это, вы следите за тем, что происходит в Молдове, вы следите за событиями в Гагаузии и часто их комментируете. А это для чего вам нужно? Ну, я не комментирую события в Гагаузии. Или стараюсь не комментировать, потому что это как бы не зона моих каких-то прямых интересов. Но я считаю, что Гагаузия часть Молдовы, и мы должны находить самые лучшие решения и для гагаузского народа, и для молдавского народа, и для страны в целом. Что касается Молдовы, да, вы знаете, конечно, можно было оторваться. Можно было как компьютер вытащить из сети или из розетки и забыть. Но не получилось. Многие считают, что вот эти гастарбайтеры уехали, они оторвались, но это не самая счастливая жизнь, жить где-то. Даже если ты имеешь достаточно успешный бизнес или уровень жизни. Конечно, Румыния – это не Германия, не Италия, это все-таки наш родной язык, одна культура и так далее. Все-таки я там себя не чувствую дома. Я чувствую себя дома в Молдове, в своем равном Калараше или в Прожалтенах, в моем селе. Это генетически, это трудно объяснить, почему нас тянет на свою историческую родину. Второе, я никогда не стеснялся, что я из Молдовы. Многие говорят, это самая бедная страна Европы. Во-первых, это не так. Во-вторых, я считаю, что это прекрасная земля, прекрасные люди, культура. Я часто этого. Больше вам скажу, что меня пытались убедить перейти в другую веру. Христианскую, но и другую. Причем на самом высоком уровне. Я даже не буду вам называть имена тех людей, которые пытались это сделать. Я сказал, да, ребята, что хотите, только не смена моей веры. Я православный, христианин, молдаванин. И это все, что меня определяет. И, кстати, это была моя задача относительно моих детей. Они после 7-8 класса уехали, как я говорю, в монастырь. В классической английской школы, очень жесткие, 6 часов утра подъем и так далее. И для меня была очень важная задача их сделать молдаванами, знаете, чтобы они не забыли свой язык, чтобы они учили русский язык, кстати. И для меня сейчас самое большое удовольствие, когда я вижу, что они с большим удовольствием приезжают в Молдову к своим родственникам, общаются с местными ребятами. И сейчас, вот, например, мой сын перенес большую часть своего бизнеса, он в IT-бизнесе, в Кишинев. Это трудно объяснить. Наверное, для гагаузов это даже более чувствительно, потому что чем меньше народ, тем более на генетическом чувствительном уровне ты чувствуешь принадлежность к той земле, к
Как хорошо вы об этом говорите. И у меня два вопроса сейчас относительно тех мыслей, которые вы только что высказали. Первый вопрос. Вы сказали, Молдова все-таки не бедная страна. Но убедите нас в том, что Молдова не бедная страна. Потому что, как мне кажется, граждане Молдовы так часто чувствуем себя ущемленными просто потому, что кто-то это когда-то озвучил, либо политики чаще всего это озвучивают, да, что мы вот такая нищая страна. И вот с этим вот мнением, что мы вот такая бедная страна, мы проживаем и не замечаем, возможно, самое главное, что у нас есть. Докажите, что мы не бедная страна. Во-первых, я думаю, что большинство жителей Республики Молдова не видели реально, что такое бедность. Я видел. Я видел не из окна Мерседеса, а в своей хобби, которой я занимаюсь, хайкингом, там, путешествиями с рюкзаком по миру. Я видел в Азии, я видел в Африке. Мы не знаем, что такое абсолютная бедность. Второе. Да, действительно, мы на переходном этапе задержались. И мы не провели в свое время необходимые реформы для того, чтобы стать в ряд с цивилизованным миром. В основном рассчитывали на то, что мы сидим на двух стульях и смотрим на восток, на запад, что придет дядя или с востока, или с запада что-то нам подаст, какой-то там Диснейленд или космодром построит для наших детей. И это на самом деле обидно, но с другой стороны, я как бы объясняю ситуацию экономическую, которая сегодня еще характерна для Республики Молдова. Я не буду говорить сегодня в экономических терминах, хотя, конечно, мы можем говорить о валовом продукте, о покупательной способности и так далее. Тем не менее, я примерно с 2005 года живу за рубежом, но часто приезжаю. Я особенно последние 10 лет вижу те колоссальные перемены, которые здесь происходят в Республике Молдова. Конечно, главная проблема в том, что бенефициарами вот этого прогресса или экономического достатка не являются все жители. Это главная проблема. Но тем не менее, объективно говоря, сегодня в Молдове вырастает новый класс предпринимателей, который виден не только в Кишиневе, но даже в вашем регионе. Я вижу это в Камрате, это вижу в вашем селе, в Чедерлунге. Сегодня я общаюсь с новым поколением людей, которые занимаются бизнесом, которые сегодня ведут структурные реформы в экономике. Я почти каждый раз, когда я приезжаю, встречаюсь с группами бизнесменов или веду какие-то беседы в качестве ментора. И стараюсь, с одной стороны, вижу этот энтузиазм и желание людей развиваться, с другой стороны, удивляюсь некоторому пессимизму и депрессии. Я хотела спросить, пессимизм тоже имеет место? Имеет. Даже вчера я встретился с ассоциацией бизнеса, крупного бизнеса, где председатели банка, крупных компаний, международных и так далее. И они ждали от меня, что я буду вместе с ними плакать за одним столом. И я им сказал, говорю, ребята, знаете, какой самый частый вопрос, который меня сегодня задают в Румынии? А нет ли у вас какое-нибудь рабочее место в Кишиневе? Интересно, почему это интересует? Потому что сегодня уровень зарплаты и доходов в Кишиневе равняется примерно среднему городу в Румынии. А почему у нас люди этого не замечают? В принципе, во-первых, те, которые замечают, они не занимаются политикой, а те, которые замечают, они находятся вне этого куска хлеба. Да? Они не бенефициары этого растущего благосостояния. Сегодня зарплата средняя в Кишиневе 1000 и больше лей. Сегодня сколько? Евро, да. Сегодня, например, у нас в компании, мы занимаем, вот мой сын перенес часть наших компаний в зоне IT в Кишиневе, средняя зарплата 5000 евро. Средняя зарплата. У нас есть люди, которые получают 7-10 тысяч евро. Куда им уезжать? Зачем? У нас рядом кафе, у нас рядом, правда, дороги немножко разбились. Они все ездят на нормальных машинах, они купили себе нормальные квартиры. У нас сейчас есть не только из Румынии желающие переехать в Молдову или в Кишинев, а есть из Израиля, из Соединенных Штатов, из Нидерландов. О чем это говорит, господин Старзов? О том, что процесс идет.
о том, что процесс идет, но мы должны не столько как бы набраться терпения, потому что политики всегда говорят, ну вы потерпите еще немного. Мы просто должны осознать, возможно, что наше поколение, наше с вами поколение, хотя я, конечно, значительно старше вас, уважаемая дама, а мы уже отработанный материал. Нам нечего уже ждать от жизни. Мы должны заботиться о том, чтобы наши дети, внуки имели лучшую жизнь. И лучшая жизнь – это не в каких-то имагинарных или воображаемых иллюзорных сообществах и так далее. Это будущее наших детей – это лучшее образование, лучшая медицина, лучшие условия жизни. Более того, у нас не должно быть никаких иллюзий. Наши дети не будут работать больше, чем мы. Они хотят уже совершенно другое. Они хотят классно жить. А кто же не хочет классно жить? Вы говорите о тех возможностях, которые могут открыться в будущем для нашей страны. Но, допустим, если взять наше гагаузское сообщество, здесь очень скептически относятся ко всему тому, что, допустим, связано с Европейским Союзом, даже со страхом, даже с боязнью, так же, как и отношение к Румынии. И вот вы уже не один год живете в Румынии, знаете ее изнутри. Европейский Союз, Румыния – часть Европейского Союза. Вот те страхи, которые существуют в гагаузском сообществе по поводу того, что Европейский Союз – это потеря вот тех вот традиционных ценностей, которые есть сейчас в нашем обществе. Вы их разделяете, эти опасения? Конечно, я разделяю. Более того, я вам скажу то, что многие вам не скажут, что в Румынии сегодня больше половины населения мыслят как гагаузы. Они суверенистами стали, они стали антиевропейцами, они сидят на унитазах из денег Евросоюза и мыслят о своем историческом прошлом, о своем связи с Децибелом или с Римской империей. Да? То есть, да, сегодня такой глобальный тренд. Из-за, знаете, на чем основан этот тренд? Этот тренд связан с тем, что элиты политические, культурные и бизнес-элиты оторвались от основной массы людей. И люди все больше чувствуют себя маргиналами и не чувствуют себя бенефициарами вот этого прогресса. С другой стороны, скажем честно, после Второй мировой войны, благодаря новой системе мер, институтов и так далее, люди начали жить значительно лучше и значительно безопасно. Да, 2 миллиарда человек вышли из зоны бедности во всем мире. Но, тем не менее, элиты начали выдумывать себе новые задачи или новые объективы, да, цели, которые не связаны с тем, что специфично для людей, ценности. Я, например, разделяю семейные ценности, культурные ценности и так далее. Я выступал в советское время против понятия «советский народ». Я вот спрашивал в Москве, я работал в Институте экономики мировой системы социализма в середине 80-х годов, и у нас были дебейты похлеще, чем сегодня тогда. Я спрашиваю, что такое советский народ? Я молдаванин, ты украинец, ты гагауз. Что такое советский народ? Почему я должен забывать свой язык, свою культуру и так далее, свою родину? И так, но кто-то... Ну, говорят, что это был как раз момент не ущемления какой-то одного или другого народа, что все мы вместе, знаете, все мы равны внутри Советского Союза. Первый урок солидарности с гагаузом я получил от своего деда, который мне рассказывал, что во время бедствия, голода, у нас в семье жили 2 семьи. Одна гагаузы, а другая семья болгар. 2 года. И у нас было очень много баек, историй, очень веселых. И мой дед всегда подтрунивал бабушку, говорит, видишь, я тебе сразу сказал, не обменивай ковры на еду, потому что они хорошие люди. Это был первый мой урок ребенка. Что такое гагаузы? У меня было все как будто какая-то сказка, что где-то живут прекрасные люди, которые там пасут овец, хорошая брынза, симпатичные люди. От моего деда. А потом уже, конечно, были и другие уроки. Например, урок, когда я был студентом, я поехал на сбор урожая в Вален, в Вулканешт, на автобусе через Камрад. И меня с Камрада
Да, в Вулканеж вез водитель гагауз. И он мне рассказывал, насколько гагаузы чувствуют себя ущемленно. Советское время. Это 78-й год. Ущемленными? Ущемленными. Что не дают развивать культуру, что гагаузы не имеют реального доступа на высшее образование, что только вы северные, там и центре и так далее. Что... И он мне целую историю... Таки было. Целую историю. И я потом понял, что в принципе вот этот советский народ пытался нас сделать едиными, как бы выглядеть все одинаково, быть все. Но тем не менее, я вам скажу, вы, может, помоложе. Я прошел всю эту школу, я прошел Советский Союз, Москву и так далее. Я никогда не был равным русским, я никогда не был равным украинцам. Была своя иерархия. Я был какой-то, скажем так, лобково-культурный, не культурный, а как бы феномен с периферии. Мы должны радоваться возможности сегодня реализовать себя, сохранить свой генофонд, сохранить свою культуру, сохранить свою историю. Отсюда мы должны черпать свои силы для того, чтобы экономическое образование делать и многие другие вещи. Вы знаете, вот вы сказали о том, что вызывает или когда началось вот это, скажем, внутреннее знакомство с гагаузами. А вот сегодня, когда вы известная личность в Молдове, у вас есть какие-то контакты или... По-другому построю свой вопрос. Были ли у вас контакты с лидерами гагаузской автономии? Ну, за все эти 30 лет жизни гагаузской автономии. Если да, то с кем и какие они были? За исключением последних, да, со всеми. И у меня было взаимное уважение со всеми. И с бизнес-лидерами, и с политическими лидерами, и, естественно, с Башканом. Хотя, конечно, например, тот же Дмитрий Крайтор, который я осознанно двигал, дипломатом, заместителем министра иностранных. Вы были вместе в одной партии? Были в одной партии, но не в этом. Мы были, я считаю его своим другом в каком-то смысле. Считали или считаете? Считаю. В последнее время мы потеряли как бы контакты, потому что мы в последнее время общались в бизнес-среде. Кстати, он сделал потрясающую карьеру в бизнесе. Благодаря своим каким-то человеческим качествам и так далее. И я общался и с Фрумусалом, я общался с первыми политиками. Георгием Табунщиком. Табунщиком общался. С Ириной Влах общались в каком-то смысле. Я никогда не чувствовал каких-то преград или какой-то там взаимные там, такой непреодолимый преград, потому что я никогда не ставил во главу угла идеологию, политику. Мне больше не нравилось человеческое общение. И я знаю очень многих лидеров, общаюсь до сих пор с ними. И поэтому я был абсолютно откровенным, что я считал, что произошло в последние годы, просто было оскорблением гагаузов. Потому что, имея таких личностей... Вы имеете в виду последние годы правления последнего Башкана? Да. Я, например, все время... защищал в последнее время, честно скажу, Вадима Чебана в Молдова-Газ, да? Потому что там не потому, что он гагауз, а потому что там столь глубокий интересов там такой сильный. Но я его защищал, и я откровенно всегда говорил, почему ты того Стояногла я выдвигал и был за то, чтобы его назначили прокурором и так далее. Знаете почему? Я откровенно всегда говорил, не в последнюю очередь, потому что он гагауз. Скажите, что? Вы были премьер-министром в 1999 году. Да. Наверняка вы запомнили, какой Гагаузия была тогда. И вот Гагаузия сейчас. Вы можете какой-то анализ свой дать? Что вы видите сегодня? Честно, конечно, экономически это небо и земля. Хотя, конечно, здесь не процветание. Вам пытались втюхать, что будет Нью-Васики, у вас будет космодром, у вас будет Диснейленд, здесь все будет. На самом деле, вам нужно воду провести здесь, потому что скоро не будет чем поить животных. Это был бы национальный проект, и можем об этом говорить. Но мне кажется, что тогда была более качественная человеческая среда. Вот было больше открытости к диалогу, более напористости, но напористости по конкретным вопросам, которые реально касались людей, а не какие-то марионетки в интересах каких-то шулеров внешних. То есть
Возможно, потому что я в последнее время не так часто бываю здесь или не общался, но мне кажется, что вот качество первопроходцев, создателей и защитников автономии было выше, чем сегодня, который мы видим общественных деятелей, которые сегодня в ТикТоке там, или выступают на центральной площади. Да. Я хочу еще раз вернуться к Гагаузии. Почему? Потому что, на мой взгляд, очень важно... Вот вы говорите, вы же бизнесмен и экономист. И очень хочется, чтобы вы, как специалист, сказали бы, что вы думаете об экономическом развитии Гагаузии. Потому что, наверное, даже тогда, когда вы не очень анализируете ситуацию в автономии, вот взгляду специалиста, профессионала, который столько лет в бизнесе, успешном бизнесе, крупном бизнесе, наверное, видно, а что не клеится в Гагаузии и почему не получается вот эта экономическая самодостаточность, о которой говорят, ну вот я себя помню, прям с самого создания гагаузской автономии все время башканы, либо те политики, которые приходили к власти, все время обещали какую-то экономическую самодостаточность. Почему она никак не случается в нашей автономии? К сожалению, вот этот дезидерат или цель, да, с экономической самостоятельности, она отодвигается, не приближается. Вот, насколько я знаю из прелиминарий, предварительных цифр, в прошлом году 70% бюджета были дотации из Кишинева. В этом есть объективные причины. И у меня есть для вас печальная новость. Гагаузия не будет как территория, да? Не говорю как народ, как образование, но как территория не будет еще десятки лет в смысле? Экономически самостоятельной. Но она может ею стать? Не может стать пока по многим причинам. Потому что это, во-первых, это связано с географией, это связано с климатом. Что не так у нас с географией? С климатом понятно, засушливый регион. Вы знаете, вот я шокирую многих, когда меня спрашивают, а во что инвестировать в Молдове? До сих пор даже эти технократы, новые правительства говорят, вот сельское хозяйство, промышленность. Я говорю, забудьте про сельское хозяйство. Сегодня с глобальным потеплением от Чимишлии на юг практически нельзя заниматься сельским хозяйством. Я это не говорю из того, что я где-то слышал. У меня есть бизнес-интересы в этом на юге. Я знаю, что за последние 5 лет был 1 год так себе. 4 года были... 22-й год был более... полностью заслужен. Главная проблема Гагаузии и юга Молдовы – это подвод воды. И главным проектом, национальным проектом Гагаузии должен стать не какой-то союз там и так далее. Это подвод воды из одной из 3 рек юга. Это Днестр, это Прут или Дунай. Кстати, очень сложная дипломатическая работа, потому что технически и профинансировать я не вижу проблем. Мы подсчитали, что нужно для основного трубопровода где-то примерно 200 миллионов евро. Это не так много. Главная проблема, что ни украинцы, ни румыны не захотят нам дать воду. Да. Это нужно решать этот вопрос. Но я думаю, что это главный вопрос экономики. Если на юге и в Гагаузии будет решен этот вопрос, то тогда можно говорить об сельском хозяйстве и об экономике. Господин Стурза, перебью, но вы знаете, ни разу я не слышала от наших политиков, идущих к власти, что у нас есть вот такая проблема, и ее можно каким-то таким образом решать. О воде никто не говорит. Говорят, у нас обещания в студии не только мы втроем, есть еще несколько человек. Наши коллеги-операторы, да. Это глобальная проблема. Я знаю это не из книжек, я знаю и испытываю, потому что каждую весну мы сеем, мы удобряем. А осенью мы ничего не получаем. Да. Приняли решение, крупные компании приняли решение ниже Чимишлии не сеять кукурузу, потому что это полный провал. Да. В этом году, да, слава богу, была хорошая зима. Но мы не знаем, какой будет весна и каким будет лето. Я всем сюда говорю, да, мы решим проблему с прокуратурой, полицейских хотите своих. Вам не надо, потому что вы с ними будете вась-вась, и здесь ничего никогда не образует. Главной проблемой, главное лобби ваших людей и ваших элит должен быть глобальный проект по воде. Речь об орошении, я правильно понимаю? Об орошении. Но вы же должны знать, вы здесь живете хоть в селе, но вы живете очень хорошо, потому что кто-то вам построил задарма водопровод, кто-то вам привез газ здесь и так далее. На самом деле здесь бывают периоды, когда нечем
поить животных. Это культура, это генетика народа. Поэтому 200 миллионов, водопровод магистральный из Дуная с ответвлением, и это будет рай. Вы знаете, очень интересно то, что наши политики такие темы не затрагивают. Это первое. Это очень Второе. сложно для них. Как только кто-то из кандидатов, башканы, депутаты и так далее поднимает такие вопросы, они почему-то не воспринимаются избирателем. Избирателю достаточно каких-то идеологических ловушек, что Сказок. мы будем с теми или мы А я будем вам с дам этими. Вот почему? идеологическую ловушку, но другую. Давайте. Я, например, Одной больше, одной меньше. тоже хобби у меня, история и так далее. И особенно мне, в силу того, что я путешествовал, у меня были бизнес-интересы в Центральной Азии, в Южной Америке и так далее, и в тех зонах, где в основном живут национальные меньшинства. Потому что природные ресурсы, нефть, газ, находятся не у больших ребят, а у малых ребят. И, как правило, у нас, как у малых, почти ничего нет. Это вы думаете, что у вас нет. На самом деле много что есть. Я вам расскажу, если захотите. И я всегда задавал вопрос, а почему они такие бедные? Почему элиты так цинично высасывают все доходы от нефти и газа, не буду называть страны, в свой интерес, они супербогатые, остальные все. А потому что, в принципе, народ позволяет это. Ну, конечно. Позволяет. Потому что они довольствуются небольшими огрызками со стола барина. Что, в принципе, не позволяет себе норвежцы, да, канадцы, которые тоже богаты ресурсами. Они перераспределяют фонды для всех. 40% населения получает социальную поддержку населения. Но я вам идеологическую ловушку построю. Я считаю, что вы, гагаузы, являетесь носителями, очень ценными носителями генофонда человечества. Вы являетесь малым народом, который, по крайней мере, официальной истории, известна его история или маршрут около 1000 лет, начиная с тюркских племен Центральной Азии. И тем не менее, вот, несмотря на эту миграцию 1000 лет, несмотря на очень трагические события, как, например, я считаю, что была трагедия перемещения гагаузов в 18 веке, 19 с Балкан, где они были богатые, самодостаточные, на клочки земли без воды. Около Черного моря? Да, то есть потом царское, потом фамя, голод, потом депортация и так далее. Тем не менее, вы в основном сохранили свою генетику, и не столько биологическую, хотя в генетике биологически, наверное, у гагаузов сегодня больше румынского, чем тюркского. Но это ваше предположение. Это я читал у официальных источников. Но неважно. Сохранили культуру, сохранили язык. Очень мало народов, которые... Которых так мало и которые так сохраняются. Которые сохранились. И ваша сегодня ответственность не просто перед собой, а перед человечеством. Я считаю, что это большой плюс и большая ответственность гагаузов. Отсюда нужно заниматься не только хлебом насущным, но нужно заниматься развитием своего языка, своей культуры, своей истории. Для этого создали автономию, получили автономию. Мы занимаемся конфликтами. Господин Старзов, у меня вопрос, прямо исходящий из того, о чем вы только что говорили. Вы сказали, что у вас есть бизнес-интересы на юге страны. Какие это бизнес-интересы ваши? В основном это связано с сельским хозяйством. То есть, чуть выше вы сказали о том, что не надо делать такую ставку на сельское хозяйство, невзирая на то, что мы аграрная страна, но в то же время ваш бизнес-интерес... Я вам приведу другой. Мы говорили о том, и все промышленность. Я говорю, забудьте про промышленность. Сегодня промышленность – это значит рабочая сила, дешевая и много. Вы видели здесь пример, открыли. И когда стало где-то дешевле, они уехали туда подальше. А вы сейчас о чем говорите? О Фуджикуре, как минимум? На Фуджикуре. Наверное, да? То есть это совершенно другой уровень промышленности должен быть. Автоматизированный, маленький, средний.
Не будем сегодня как бы специально на этом зациклиться. Но самое важное, что происходит в Молдове, многие не понимают, наконец-то началась структурная перестройка экономики. Сегодня IT-сектор, который еще 10 лет назад не существовал, и я был очень скептичный, я, который развивал огромный технопарк в Клуже, да, у нас было вокруг нас 10 тысяч человек, айтистов, да, был очень скептически насчет Молдовы, что у нас есть как бы такая... Потенциал, да, масса, да, для того, чтобы мы сделали экосистему. Сегодня этот сектор производит на экспорт на $1 миллиард услуг, на миллиард. Он сравнялся с сельским хозяйством. Это структурная перестройка. То есть малые народы, они должны не заниматься воспроизводством натуральным себя, или они должны заниматься вещами, услугами или производством с большой добавленной стоимостью для того, чтобы этот гэп исторического отставания как можно быстрее его нагнать. И вот Кишинев сегодня, вот этот развивающийся город, который самое дорогое жилье на юго-западе Европы и так далее, это благодаря тем 20-25 тысячам айтишникам, которые сегодня, я говорил, что рассказывал перед передачей, что у меня средняя зарплата в нашей компании в Кишиневе 5000 евро. Ну, конечно, это 20 человек или 100 человек. Но рядом с ними кормятся ресторан, рядом с ними кормятся таксисты, рядом с ними кормятся те, которые строят. То есть структурная экономика, конечно, это сегодня фантасмагория говорить о том, что в Камрад или в Чедырмургу можно было бы перенести сервисные высокотехнологические вещи. Я так говорил о Румынии. Я говорил, да, Букурещ, наверное, Клуж. Сегодня не только вторые по численности города, как Сибиу, Клуж и так далее. Маленькие города, которые имеют 20-30 тысяч людей, имеют техноцентр. Вот этот ваш центр, который сегодня красивый и так далее, можно было бы здесь 100-200 человек из округи молодых людей переместить сюда, чтобы они занимались виртуальными услугами. Скажите, пожалуйста, а вот то, о чем вы рассказываете, это политика государства или это развивается само по себе? Нет. Вне той политики, которую ведет Министерство экономики и так далее? Нет, это комбинация. Вот в Молдове была группа людей, которые, во-первых, сделали дидижитализацию или цифровизацию правительственных услуг, и Молдова действительно в этом секторе даже впереди Румынии. И они, благодаря, конечно, грантам и помощи, в первую очередь, американцев, северных стран, они смогли организовать экосистему стартапов, инициатив и так далее. Но самое главное, это была фискальная политика. Сегодня в Молдове 7%, но 7% от миллиарда, а не от ничего, да? То есть доход существенный бюджета от этих айтишников прямой, потому что непрямой через потребление он значительно больше. Это комбинация. Конечно, я хочу сказать, что многие вещи в Молдове в экономике происходят не благодаря, вопреки правительству. Я встречаюсь с бизнесом, я встречаюсь с политиками и говорю, ребята, вы радуетесь, что вот эти молодые ребята предприимчивые, что они крутятся, что они хотят создать. Главная проблема в Гагаузии есть бизнес, в Гагаузии есть богатые люди. Главная проблема, чтобы люди начинали платить налоги. 80% экономических агентов не платят ни там, ни здесь. Они очень сильно обрадовались, что им не надо платить в Гагаузии, надо платить в Распопенах, там, в Шалдонежском районе. Но и не там не платят. А почему, как вы считаете, почему это происходит? Ну, это культурно, это первая генерация или поколение, да, бизнесменов, которые вышли из определенной среды, вы знаете лучше меня. Умели договариваться, имейте в виду. Умели договариваться. И это, кстати, результат того, что децентрализации государственных функций. Я, например, считаю, что вы ни в коем случае не должны хотеть или выступать за то, чтобы были свои фискальные или органы местные. Почему? Потому что они будут договариваться, никто не будет платить.
Господин Сторза, у меня такой вопрос. Людей, я убеждена, что как минимум в Гагаузии это всех интересует, потому что когда мы сюда приглашаем примаров, либо депутатов Народного собрания Гагаузии, среди всех проблем, а их много в нашей автономии, главная проблема, которая волнует именно людей, это открытие рабочих мест. А вот вы относитесь к числу тех людей, которые знают, как можно открывать рабочие места, кто это может делать. Вот ваше первое видение, что могло бы в Гагаузии решить вот эту проблему открытия рабочих мест, занятость населения и, естественно, доходы в семью для того, чтобы у людей появлялось желание жить здесь, работать здесь, ну и развивать эту страну? Но структурные изменения, кстати, происходят. Что касается рабочих мест, происходит, к сожалению, не здесь, а вне. Если раньше, нам надо и здесь. Если раньше 70-80% гагаузов работало в России, сейчас 70-80% работают в Европе. Они будут возвращаться домой, и вам мало не покажется. Почему вы так думаете? Ну, потому что они не будут возвращаться. И в Молдавии, кстати, возвращаются. Есть определенный алгоритм, когда вот в Румынии начали массово возвращаться люди. Сейчас. Это сколько лет спустя? 20 лет, но тем не менее это стало возможным, когда зарплата перешла определенный барьер. Рубеж. Ага, то есть в Румынии стали получать в Кишиневе уже перешел этот рубеж. Мы его буквально за несколько лет перешли. От зарплаты в 500 евро, я вам говорю, в Кишиневе больше 1000 евро сегодня средняя зарплата. Но это другой вопрос. Сегодня рабочие места. Сегодня гагаузы сталкиваются совершенно с другой культурой, с другим бизнес-средой, где они работают. Одно было дело работать плиточниками в Подмосковье, другое сегодня работать даже на стройке где-то в Германии и в Италии. Соответственно, они и дохода будут иметь больше, соответственно, они и опыта, соответственно, они будут амбассадорами или послами европейских ценностей здесь. Поэтому спорно. Вы знаете, мы знаем с Еленой Федоровной очень много давно живущих в Европе гагаузов, которые в социальных сетях высказывают свою точку зрения, что Гагаузия и Молдова, вообще Молдова должна двигаться только в сторону России, никак иначе, потому что иначе не выжить этой стране. Если гагаузам очень хочется оказаться в Донбассе по ту сторону, то нет проблем. Это можно было бы мечтать. Я, например, общался недавно с рядом местных руководителей. Я знаю, что в первые дни войны их пригласили для того, чтобы они разработали сценарий встречи наших. И они были немножко раздосадованы, что через 2-3 недели наши не пришли. Наших? Наших. То есть, конкретно? Ну, русский мир, который есть на плакатах и так далее. Но Игорь Николаевич Дадон в Копчаке сказал «наши рядом». Вы знаете, наших рядом. Я, например, не отношусь к этому с презрением или с осуждением и так далее. Главное, чтобы это не взрывало общество. Это для меня, конечно, вопрос чисто исторический. Почему гагаузы, которые, как считается историография Румынии, между двумя войнами были самыми преданными гражданами короны, вдруг стали самыми преданными гражданами чуждой их культуре. Наверное, кроме нашего общего православного веры, нас мало что объединяет с севером, востоком. Тем не менее, это внутренняя проблема гагаузов. Я бы даже до 24 февраля 2022 года даже находил бы какие-то оправдания, которые можно было бы, оппортунистическим подходом. Вот нам дадут, вот нам наконец-то возьмут наши, яблоки, брынзу на рынок и так далее. И, в принципе, это было где-то даже оправданное, не то что оправданное, для меня это не оправдание. Но это воодушевляло тех людей, которые производством объяснимое. Но после начала войны это все ушло в прошлое, никогда не вернется. Никогда не будет мира между украинцами и русскими.
в ближайшие 100 лет. Никогда вот эта стена, которая была бы сейчас построена, она не будет ее возможности Свалить? не то что свалить, а пробить. Логистически даже пробить. Мы должны забыть о возможностях, которые шли, возможно, гипотетически могли идти расти с востока. Потому что сегодня это даже чисто технически это невозможно. Кроме того, этот разлом, о котором я говорил, в который мы можем все упасть, да, он не имеет никаких перспектив, чтобы он сблизился. Он будет все больше расти. И я вот говорю моим друзьям, гагаузам, говорю, вот мы, молдаване, мы, в принципе, многие уже достаточно осознанно ощущаем себя частью румынского мира. Это все-таки большая страна, Евросоюз, НАТО. Мы зацепимся за ними. А где окажутся маленькие народы, которые будут в этом разломе? Поэтому надо зацепиться. А где мы можем оказаться, если мы в составе одной республики Молдова? Мы окажемся все вместе где-то, если придется оказаться. Вы же знаете, что многие оспаривают. Многие хотят автономии. Она у нас не есть автономии, хотят чуть ли не самостоятельно. Построят вам космодром и все. Вы знаете, хорошо. Мы очень часто слышим здесь от наших политиков, что мы живем в единой Молдове, что у нас нет другой родины, кроме как Молдова. Кстати, я сейчас, получается, повторяю слова недавно сбежавшего спикера Народного собрания. Но это ему не помогло. Ему не помогло, но самое страшное, что это автономии не помогает. Вот это страшнее, да, потому что люди верят вот этим политикам. Чуточку, если можно, мы перейдем к рубрике «Люди говорят что» и попросим ваших коротких ответов на наши вопросы. Но вы не договорили, мы тут перевели разговор на другую тему, вы не договорили о возможностях открытия рабочих мест здесь, в Гагаузии. Как это может быть, вашему? Кто этим мог бы заняться и почему это не происходит? Это должны заниматься бизнес. Но для этого нужно, чтобы Гагаузия имела так называемое понятие soft power, мягкая сила. Мягкая сила – это не дубинка, которую показывают многие из-за забора и плюются на Кишинев или на Европу, на геев. Мягкая сила – это ваша культура, ваш язык, ваша мудрость, которая совершенно по-другому строит имидж этого региона. Не какой-то такой ощетинившегося средневекового, агрессивного и так далее, а доброжелательных, открытых, что на самом деле вы есть. Это даже китайцы сегодня поняли. Они поняли, что ни шелковый путь им не помогает, ни вооружение. Они стали строить свою мягкую силу. Как, кстати, строит сейчас Кишинев. Сегодня Молдова стала мягкой силой благодаря Майсанду, благодаря проевропейской своей политике. Люди начали смотреть на нее не с точки зрения ВВП, а с точки зрения, что да, этот народ, эта маленькая страна заслуживает уважения. Вы должны в эту сторону двигаться. И, может быть, поставить на паузу вот это агрессивное отношение к Кишиневу, к Румынии, к Европе. Вы же понимаете, что все это искусственно создается в Гагаузии. Да, мы все прекрасно понимаем, что гагаузы, молдаване жили очень долго, бок о бок, находили общий язык и находят и сегодня. Но есть такие силы, есть такие политики, которым выгодно вот этот вот конфликт взращивать, и его делать сильнее, активнее. Потому что вас используют. Последние годы вас использовали как дубинку для того, чтобы разрушить государственность Молдовы, разрушить европейский путь, выбор молдаван и так далее. Никто из них не думал, те, которые здесь покупали каждую бабушку и так далее, и сделали мега-шоппинг, знаете, на деньги в митинги и так далее. Они вас использовали для своих корыстных шулерских интересов. Для того, чтобы реализовать свои бизнес-проекты, для того, чтобы быть там другом с администрацией президента России и так далее. И это самое обидное для меня, потому что из этого все даже дырку от бублика не получили в конечном итоге. Только вот образ коррумпированного мелкого жульничества. Вот вам сейчас, у вас предстоят выборы. В ближайшие месяцы. Я абсолютно уверен, что выборы будут, что наконец-то и в Камраде, и в Кишиневе
по техническим вопросам будет найдено решение, потому что сейчас что борется за название, не название и так далее, это настолько далеко от реальных проблем. Будет выбор, и гагаузы выберут реальных своих лидеров, которые будут не бороться с Кишиневым, а вести диалог с Кишиневым и не по надуманным проблемам, которые на самом деле их нет, а по реальным проблемам, которые есть. Да, я вам назвал две проблемы. Вода, тогда будет экономика и рабочие места. И второе – это возрождение гагаузов как малого народа. Спасибо. Мы переходим к нашей рубрике. Друзья, гостем студии сегодня у нас Ион Стурза. Мы говорим о важном и главном, и, как мне кажется, это интересно. Поэтому оставайтесь с нами. А сейчас наша рубрика «Люди говорят что?». Люди говорят, что... Люди говорят, что Молдову готовят к объединению с Румынией. Ну, это уже 40 лет говорят, или 30 лет, что Молдова объединяется. На самом деле были два, я вам совершенно откровенно, потому что я не политик, но гражданин с позиции, да? Было два момента, когда действительно это могло произойти. Это могло было произойти сразу после распада Советского Союза. Тогда, в принципе, этот процесс не вызвал бы большого сопротивления ни у кого, потому что настолько был хаос, я сам помню, такой большой, что никто и бы не заметил. И второе, это было в первые дни войны в Украине. Угу. Когда я был сам свидетелем разговора Москвы с Кишиневым, когда Кишинев был предупрежден, что в течение 4-5 дней мы будем в Тирасполе, а там в Кишиневе вы готовьтесь. Тогда, конечно, у ряда политиков и руководителей была такая мысль, чтобы защитить каком-то образе, даже не государственно, со свою идентичность, не стать частью русского мира, который для нас не то что чужд, но это все-таки что-то другое. Да? Тогда я думаю, что и народ, и элита бы поняли, но это уже прошлое, это не... Объединение с Румынией – это не реальный проект сегодня. И он еще долгое время не будет реальным проектом политического объединения. Но не стоит как бы обманываться насчет экономического объединения, логистического. Это значит, что уже начался процесс объединения не столько с Румынией, сколько с европейским единым экономическим пространством. Это инфраструктура, газ. Это выгодно. Газ, это электроэнергия. Нет, это необходимость. Мы были станцией, как я говорю, терминус, или последняя станция Советского Союза. Вся инфраструктура была построена с направлением на восток. Да. Электроэнергия, газ, дороги, все, и заканчивалось в пруд. Это была наша проблема 30 лет, что мы отрабатывали остаток этой системы, а потом, особенно в связи с войной, это стало абсолютно неактуальным. И мы должны развернуться в сторону новой большой экономической системы, которая является Евросоюз. Сегодня у нас газ подключен, электроэнергия практически подключена, мосты, дороги, уже началось строительство на молдавской части автобана или автострада Яса-Кишинев. И это не столько объединение с самой Румынии в экономическом смысле, с единым рынком. Сегодня 80% нашего экспорта – это Европа. Когда я был премьером, у нас 90% была Россия. Это реальность. Это реальность, о которой мы можем кто-то ностальгировать по... Это реальность длиной 25 лет, получается. Это реальность, вы имеете в виду с сегодняшнего? Да. Нет, это происходит... То есть тогда это было столько процентов, а сейчас это вот названные вами цифры. То есть вот экспорт тогда был практически весь в Да, и когда грянул кризис августа 1998 года, мы остались практически у разбитого корыта. Сегодня это уже не произойдет. Сегодня мы не останемся без электроэнергии, не останемся без газа. Но мы с высокими тарифами. Об этом еще поговорим. Следующий вопрос. Люди говорят, что устали от лживых обещаний политиков. Ну, они настолько... На это и есть. Типа, политики всегда лгут.
чтобы их избирали. Вы Где вы обрадовали. видели честных политиков? Это особая раса или каста. И что должен делать человек для того, чтобы не попасться в все эти такой глубокой лжи, в которую попала Гагаузия как минимум Быть 2 года разумными и назад? рациональными. Вы понимаете, что это была... Вот вы меня спрашивали про того, что почему МИЛ рушится сегодня. А именно за то, что политики, они подписали виртуально договор с избирателем. Вы нам подачки социальные и так далее, а мы вас такими лгунами, А мы вам голос и так Да. далее. И вот эта проблема не только в Молдове или Гагаузии, проблема глобальная. Смотрите на Соединенные Штаты, кто сегодня руководит миром. Да? То есть качество лидершипа, да, или лидерства на глобальном уровне, и, кстати, не только в политике, и в бизнесе, и культуре очень сильно понизилось из-за этого социального контракта. Социального контракта между лидерами, которые ведут тот образ жизни и лгут, и нашим. И в принципе, вы сегодня в Гагаузии имеете исторический шанс оторваться от этой схемы и выбрать себе достойных лидеров. Когда вы говорите оторваться от этой схемы, вы не имеете в виду оторваться от Молдовы, чтобы не было каких-то других трактовок для тех людей, кто смотрит сейчас. Ну, конечно, вы понимаете как, ну окей, оторвемся. Слово «оторваться» очень часто используют многие наши политики здесь, и я не хотела бы... Я всегда говорю, окей, отрываемся. Мы в рамках одной страны, нам некуда отрываться. Ну окей, отрываемся. Вот оторвалось Кто? это Приднестровье. Они накопили сегодня 13 миллиардов долга перед Россией. Я сам слышал от Путина, который он говорил, сколько там долга этого Приднестровья? 9 миллиардов. Так на 9 миллиардов можно было Дубай там построить. И что? И что сегодня? Экономики нет, социальной системы нет, здравоохранения нет, ничего нет. Никакой перспективы там нет. Оторваться от чего? Мы можем оторваться и улететь в космос, но от своей географии и от своей истории не можем оторваться. Люди говорят, что спасение видят только в дешевых тарифах. Ну, это чушь собачья. Я еще в 98-99 году, когда мне говорили, что мы зависим от России там, и так далее, по газу. Говорю, мы зависим только от одного. Нашей способности платить за то, что мы потребляем. Но чтобы платили, надо, чтобы люди зарабатывали. Нужны рабочие места. Вы знаете, с достойной зарплатой. это всегда будет бесконечная гонка. Я такие же дебаты слышу в Европе, я такие же дебаты слышу в Румынии, где самая дорогая электроэнергия, несмотря на то, что все ископаемые там и так далее. Мы не должны помогать мне. Мы должны адресно помогать людям, которые реально нуждаются. Есть такое понятие в Евросоюзе – энергетическая бедность. То есть способность человека купить эти киловатты и эти кубические метры газа. Вот этим людям помогать. То, что популистское правительство Майя Санду сделало, что всем компенсировать тарифы, это было из отчаяния и неспособности разделить. Я не могу сказать людям сегодня, что будут тарифы ниже, потому что вот Трамп бомбит Дубай, бомбит Тегеран, закрылся Урмунский или Персидский залив. И вешает золотые занавески. И вешает золотые занавески. У нас нет ренты природной от наших природных ресурсов. У нас нет электроресурсов. Но у нас уже создается микс, достаточно здоровый микс между renewable, возобновляемой энергетикой. Я знаю, что достаточно серьезно идут разговоры о том, что построить генерирующую мощность на правом берегу для эквилибрации системы. Есть возможность идти на свободный рынок, покупать на европейском рынке. Наша беда и беда Румынии в том, что венгры и австрийцы не построили interconnection, то есть мосты энергетические со всей Европой. Потому что когда у нас нет солнца и не крутится моришки, да, мы могли бы покупать, арбитрировать с Португалией, где идет ветер. То, что не нужно обещать людям, что будет дешевле, нужно обещать, что те, которые реально бедны энергетически, социально, им будут помогать и обязаны помогать, Евросоюз это делается, а всем остальным нужно удочку.
Но если не обещать, что будет дешевая электроэнергия и газ, тогда за этого политики Ну, не вам голосуют. же обещали, что вот Обещали там не раз, этот господин Шулер Станиславович. из Иерусалима, что он вам газ по триллее принесет. Где этот газ по триллее? Люди не спрашивают, где. Они просто недовольны Не дали тем, возможности, что- он бы привел и так далее. И после всего, что произошло, после того, как даже самые отчаянные его как бы Сторонники? у которых сохранилось немножко разума, рассказывают всем, что их надули, все не понимает. Но гагаузам пока никто не рассказывает, что их надули. Я думаю, что да, я видел буквально на днях. Никто гагаузам не как рассказывает, они потому плачи в Ютубе был там Чей? мост между Гагаузией и Москвой, и как плакали все друг друга на виртуальных плечах, как их надул шор. Наверное, мы что-то пропустили, Лена Федоровна, с вами. Мы не Возможно. смотрели этот мост. Ну, увидите. Увидим, идем. Следующий вопрос нашей рубрики. Люди говорят, что лучше жить на социальные пособия, чем работать. Это во всем мире так люди думают. Смотрите, Германия, на социальное пособие. Действительно, сегодня социальные пособия, их если собрать, если многодетная семья, подвинтить немножко инвалидность или еще чего-то, можно заработать больше, чем... Как государству научиться выявлять такие случаи и моменты? Потому что получается, что человек говорит, мне надо пойти работать, но я буду вот столько зарабатывать. А если я сижу на пособии, стану на учет, я буду получать в 3 раза больше. Это в Молдове, продолжу чуть эту мысль, в Молдове мы очень часто с Леной Федоровной об этом говорим, в Молдове это стало, особенно вот в Гагаузии, где мы видим конкретные примеры, это стало таким вот, знаете, а зачем работать? Я работаю, получаю такую зарплату, там 5 с чем-то, 6 тысяч лев, а так я получаю 3,5, если я зарегистрировалась в агентстве занятости. И нам кажется порой, что вот эта практика социальных пособий поддержки населения, люди не хотят работать. Не хотят. Да, к сожалению, это стало феноменом во всех странах социально ориентированных. От северных стран, Германия, Австрия и так далее, где действительно пособие часто опережает заработную плату. Да. Но и там пересматривают. И здесь нужно пересмотреть. Это, вы понимаете, опять же, это контракт между местными, потому что лучше всего видят на местном уровне. И вот выберите меня примаром, я вам там подвинчу, и вы получите социальное пособие. Да. Это философский для меня вопрос. Если ты не хочешь работать, то и не спрашивай о уровне жизни, о том, чтобы лучше одеться, на лучшей машине ездить. Господин Стурза, для меня не только и не столько философский. То есть мы работаем, и очень хочется, чтобы налоги, которые мы перечисляем в бюджет, чтобы они расходовались настолько разумно, чтобы не поддерживать, есть тунеядцы, да. И если мы вспомним Советский Союз, то мы вспомним, что тунеядцы наказывались, да, законодательно. Надо было платить налоги, даже если ты уже там несколько месяцев не работаешь, плати налог. Хочешь не работать, иди найди деньги, уплати этот налог. То есть что-то нужно делать в обществе, где люди хотят жить красиво, хотят жить хорошо, у них много претензий к власти, но избиратель голосует очень часто бездумно, доверяясь лживым вот таким обещаниям. Поэтому мы получаем очень слабую власть в лице депутатов, в лице управленцев. А потом мы от этих слабых, достаточно некомпетентных, мы ожидаем каких-то таких решений, которые могут помочь решить очень серьезные проблемы. Экономические, финансовые, организационные и так далее. Вы знаете, у меня, я знаменит своими такими выпадами. Сделайте в нашей студии один. В адрес молдаван. Давайте. Я говорю, вы лентяи, вы бездельники, вы не хотите учиться, вы не хотите работать и так далее. Что вы от этой жизни хотите, если вы не хотите этого делать? И вы знаете, меня от этого не сильно ругали. Потому что многие, в принципе... Вам повезло. Многие, в принципе, на самом деле так оно и есть. Это все-таки философский и где-то даже связанное с биологией человечества. Не все лидеры, не все хотят много зарабатывать, не все хотят иметь все на этом свете. Но вот ответственность политиков, реальных политиков, которые пришли не для того, чтобы набить себе там мешок и удрать, это в том, чтобы быть лидерами своих народов. Вот
Я считаю, что вот сколько сегодня в Гагаузии живут? 60 тысяч, 70 тысяч жителей. Нет. Ну, около 100. 100, извините. Почему? 150 тысяч гагаузов – это… Вместе с Украиной, наверное. Не надо вместе с Украиной. 150 Вот. тысяч гагаузов. Не. В Украине проживают от 30 до 40 30, тысяч. да. Ну, меньше гагаузов. жителей в Гагаузе. Ну, теперь 150 тысяч. Голосуют 120 по голосуют спискам. 120 Нас тысяч по 150 спискам. тысяч. Значит, да. Не уменьшайте то, что есть. Извините. Да. Мы сохранять хотим такую Да, численность. но это на самом деле это большая компания. Есть средние компании в Европе, которые имеют 100 тысяч рабочих. Как вы переложили это на язык бизнеса? Не, я к тому, что это управляемый процесс. Это Управляется 30 лет. Мы видим, что не очень успешно управляется. Ну, не управляется, это не проблема Кишинева, это не проблема Брюсселя или Москвы, это проблема вас, гагаузов. Что мы хотим от этой жизни, как мы хотим жить дальше. Я повторяю вам цифры прошлого года. 70% бюджета за счет дотаций с Кишинева. Это очень сильный аргумент Кишинева. Очень сильный аргумент. Такие же проценты дотаций есть для любого другого района. Мы все-таки не граждане совсем. этой страны. Мы обязаны и должны, страна должна перечислять нам те деньги для того, чтобы и образование, и медицина, это и не всё упрек, здесь. это не упрек, это ответ на вопрос о экономической самостоятельности. Да, но и не нужно применять это, как мне кажется, господин Стурза, для того, чтобы сказать, что вы зависите от Кишинева. Мы зависим, и это нет. правильно, потому что А мы в одной стране живем. Но это ответ на вопрос. Вот вы проследите, как мыслят люди очень далеко от Гагаузии. А как они мыслят? Это чукчи из Гренландии. Они немножко по-другому называются, там местный народ. Ну, это те же северный народ, да? Когда их Трамп там хотел озолотить, забрать и так далее. Ну, во-первых, они сказали нет. Да. А во-вторых, когда есть, кстати, очень, я не хочу делать рекламу, есть очень хороший фильм годичной давности, до Трампа, Варламова, блогера русского, Да. который спрашивал, вы хотите там самостоятельности и так далее? Они говорят, а зачем нам? Мы же понимаем, что в ближайшие 50 лет мы не будем экономически самостоятельны, что мы худо-бедно имеем образование, худо-бедно имеем возможность ехать на материк, лечиться и так далее. Но нужно быть просто прагматичными, не упреками в адрес Кишинева, что не дали какую-то воображаемую автономию. А давайте посмотрим, как у нас распределяются налоги, как у нас распределяется помощь Евросоюза пропорционально, как у нас финансируется гагаузская культура, гагаузский язык. Вы знаете, господин Стурза, я вам хочу сказать, как в прошлом, когда я была депутатом Народного собрания Гагаузии, я входила в число депутатов той самой парламентской рабочей группы, которая занималась вопросами гармонизации законодательства. И я вам хочу сказать, что на самом начальном этапе этой работы, это был 2017 год, я была удивлена тому, что Кишинев не готов сам обсуждать эти вопросы. Но к моменту уже завершения нашего мандата мне было приятно заметить, что появилась какая-то открытость. То есть вот это периодически открывается окно для переговоров, потом оно закрывается. Мне кажется, что вот все эти годы между Кишиневым и Камратом был всегда какой-то такой, знаете, то откроется маленькая такая дверца для обсуждения, то она наглухо закрывается. Вы знаете, я отвечу вам на это знаменитой фразой Бориса Ельцина. Угу. Сколько хотите автономии, столько и берите. Только давайте, занимайтесь своей территорией, занимайтесь своей жизнью. Я вел переговоры во время территориальной реформы 98-99 года. Когда на жудецы делили. И были горячие головы, которые говорили, надо разделить Гагаузию, часть отдать в Тараклию, некоторые говорили, надо в Камрат, особенно из Камрата очень хотели и так далее. Я проводил многочасовые встречи и с гагаузами, и с тараклийцами. Угу. Моя позиция была так, что сохранить вот эти комьюнити, сообщества исторические, культурные, которые значительно отличаются от эгоистических молдаван. Да, они исторически. И я тогда, в принципе, мой посыл был такой. Ребята, Тараклия не вписывается ни в какие рамки территориальной реформы с точки зрения философии, укрупнения и так далее. Но если болгары думают, что они более счастливы в
Таким образом, пускай не будет. Я был тем, который, в принципе, убедил всех своих фронтистов и так далее, что не стоит туда вмешиваться. Я был тот, который сказал, что надо так кроить автономию, чтобы гагаузы были вместе и решали свои проблемы дальше вместе. Мы тогда не обсуждали эти вопросы геополитические и так далее, а вопросы, которые связаны с апедуктом. Я помню, сам я ездил с Демирелем сюда и встречался с ними и так далее. Какие вопросы, ребята? Вода. Ну, вода, да. Вода. 15 миллионов тогда это был первый проект Турецкой Чудо-Румынии, Республики, который когда реализован. реализовывалась и Камрад. Было То есть, то есть, ей, конечно, сидя в ТикТоке дома на печи, приятно заниматься геополитикой, там, обсуждать Трампа, Путина, Майю Санду, там, геев и так далее. Это доставляет огромное удовольствие, да? А возьмите сапу и идите прошивать в своем огороде. Грубо, да, я сказал. Я помню, Грубо. Я помню встречу. Вопрос. Я встретился с одним человеком, Билл Гейтс, если вы слышите. Ну, как же? Был не только я, мы были, обсуждали, и он как-то зашел в разговор о детях. Да? У него 3 дочери были там. Он был еще тогда женат, не было скандалов. И он говорит... Еще не было известно о связях с Эпштейном? Ну да. Было известно, но как бы всем... В узких кругах. И он говорит, как вы справляетесь? 3 девушки, тинейджеры и так далее. Он говорит, очень просто. Вот вчера пришла Эля, да, и говорит, папа, я хочу уехать в Амазонию, спасти каких-то там рептилий, да. Он говорит, да, дочка, прекрасно. Ты должна поехать в рептилии, спасти рептилии, там, этих броскуций, там. Как это? Он говорит, ну перед этим поднимись себе в комнату, сделай порядок. После того ты можешь поехать в рептилии. Так же и здесь. Конечно, это хорошо, что в Гагаузии является центром глобальных анализов геополитики и так далее. Они видят себя ну, было бы смешно, если бы не было так грустно, но инструментами. Так. Но перед этим давайте сделаем порядок, а потом мы сделаем. Можно последний вопрос из нашей этой рубрики? Люди говорят, что Европе Молдова не нужна, что все это просто политическая игра. А кто это определил, нужна или не нужна Молдова? Молдова является частью европейского, и географически, и цивилизационно является частью Европы. Да? Естественно, она не такая интересная с экономической точки зрения, нет большого рынка, нет других вещей, но тем не менее это окраина той Европы, которую европейцы видят. И хотят, не хотят. Я даже больше вам скажу, что в Европе больше хотят Молдаву, чем молдаване хотят в Европу. В этом наша беда. Да. Господин Сторза, до этого момента вы упомянули имена 2 личностей публичных мировых, и следующий мой вопрос возникает чисто из этого. Вы заговорили о Путине, и вы заговорили о Билле Гейтсе, и у меня вопрос, а с какими мировыми лидерами вы еще знакомы, и кто из них является для вас каким-то таким, ну, может быть, примером того, что как лидер смог сделать что-то полезное для своего сообщества? Можете сказать? Ну, во-первых, я не могу сказать, что я с ними знаком. Я сталкивался на правах младшего брата или слушателя. Да? То есть, когда вы говорили о Путине, вы имели... Не, я с ним общался несколько раз. Последний раз в декабре 2019 года я был приглашен на форум инвестиционный. У нас были проекты вместе с российскими инвесторами и банками. И в узком кругу я общался с... Можно сказать, что я общался, он говорил 3 часа, мы слушали его. Интересное общение. Интересное общение, потому что он бывает очень разным. Он чувствует очень хорошо аудиторию, он знал, что крупный бизнес за столом, и он пытался нас очаровать своими знаниями, своим подходом к вещам, шутками, более цивилизованным, чем он иногда допускает. И так далее. Но возвращаясь к вашему, да, я действительно встречался и общался, например, с Баффетом, с Соросом, с руководителем крупнейших компаний, банков мира и так далее, и с политиками, но политиками, скажем, старой волны. Шрёдер, Меркель, Клинтон,
и в нашей зоне практически всеми президентами и так далее. Мне нравится несколько политиков новой волны. Называйте их. Алекс Штуб, президент Финляндии, и Марк Рюте, нынешний генеральный секретарь НАТО. Я с ними общался персонально вот так, потому что у них была пауза в своей политической карьере, и мы были членами одного политического клуба, Европейского консилиума по внешней политике. И мы общались очень много, особенно с Алексом Штубом. Что вам нравится в них? Прагматичность. Они вышли из туннеля. Знаете, у меня есть такая теория. Мы все находимся в туннеле. Нам кто-то создает туннель. Каждый день мы смотрим, что написал Нью-Йорк Таймс или что написала бабка в ТикТоке. И отсюда мы попадаем в туннель. И мы мыслим так, мы должны выйти из этого туннеля. Вот Штуб, он вышел из этого туннеля. И поэтому его и Трамп уважает, и Путин уважает, и другие, потому что он не мыслит категориями, которые определил кто-то в социал-медиа. Вот это новое поколение. Майя Санду находится из этих. Она находится из людей, которые вышла из этого коридора идеологического, геополитического. Если я вам скажу сегодня, что приднестровцы должны в каждое воскресенье идти и ставить ей свечку за здоровье, что они до сих пор не замерзли и существуют. Потому что Майя Санду, вы не поверите, это значит, что она вышла из того лабиринта мышления. У вас есть контакты с Майей Санду, Да. как с президентом страны? Быть может, вы... Я очень часто слышу, когда вы делаете отсылку на какие-то ваши взаимоотношения с госпожой Санду, потому что вы говорите о том, что мы встречались, мы обсуждали. Вот можно я не делаю из этого секрета, и она тоже не делает секрета. Я когда приезжаю в Кишинев, мы встречаемся. Мы встречаемся не как президент и он Стурза, хотя я уважаю, конечно, в первую очередь ее статус президента. Я никогда не допущу там разговора на «ты» или еще что-то, или выход за пределы того, что она хочет разговаривать. Да? Мы, конечно, разговариваем о горах, о культуре, о проектах. У нас сейчас потрясающий проект с Жорж Помпиду центром культурным и так далее. Но мы общаемся, конечно, не так часто, как на первых этапах. Она уже не нуждается во мне, так как, наверное, нуждалась во время первые годы своего президентства. Мы общаемся. А вы удовлетворены такой президентской работой Майи Санду? Как гражданин, вы сказали, вы активный гражданин. Честно? Да. Не всегда. Но это не значит, что я буду ее критиковать. Буду высказывать свою точку зрения, но то, что сделала эта маленькая женщина, но не такая хрупкая. Потому что я, например, ходил в горы с ней, я только пятки ее видел. Там охрана оставалась на сотни метров внизу. И она когда доходила до верха, да, дошла до точки там, до верха, потом у нее не было сил спускаться, но она доходила первая, да. Я даже придерживал себя и некоторых наших профессионалов, чтобы не опередить. То есть это человек с характером. И то, что она смогла провести вот эту страну через эти кризисы глобальные, пандемия, война, наплыв беженцев, энергетический кризис и так далее, смогла открыть для Европы, для мира Молдову, и что она стала soft power, да, мягкой силой, и она, и Молдова, это, конечно, фантастическое достижение. Но мы находимся на совершенно разных страницах с точки зрения там, идеологии, популизма, подхода к бизнесу. Но мы находимся на разных. Но это не значит, что мы должны драться публично. Но если посмотреть на то, как относятся к Майе Санду в Гагаузии, то в последние 2 года своего башканства Ирина Влах, а затем Шор со своими ставленниками здесь, они постоянно рисовали Майю Санду как врага гагаузов, как врага самой Молдовы, как суверенного государства. И вот это отношение в Гагаузии, оно чуть-чуть другое к ней. Как
Допустим, одной из важных задач, которую она ставила перед собой и перед государством, это была вот система правосудия, изменения в системе правосудия. И вот у нас есть такая цитата, которую мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали с той точки зрения, насколько изменилась система правосудия у нас в стране вот за последние годы, и сможет ли она ответить на тот вызов, который сейчас стоит перед ней. Все крутится, вы говорили об этом в 2016 году, когда вы были кандидатом еще раз в премьера Республики Молдова. Вы сказали, что все крутится вокруг одного единственного человека, Влада Плохотнюка. Я не хочу, чтобы люди были заложниками этого человека, граждане превратились в рабов, созданной Плохотнюком системы, которая издевается над ними и попирает здравый смысл. Вот все эти реформы, которые проводились при Майе Санду, именно в судебной системе, смогут ли они сейчас вот этот тест выиграть? Потому что судебное разбирательство идет. Ну, во-первых, я выполнил свои обещания. Я был один из архитекторов разрушения системы Плохотнюка. Это был 16-й год, когда вы эту мысль сказали. Да, а разрушение, к сожалению, было позже, в 2019 году. Мы были очень близки тогда, в 2016 году, чтобы разрушить эту систему. Но, к сожалению, наши партнеры западные в последний момент струсили, потому что Плохотнюк их убедил, что если не он, то русские танки придут. Да? Это вечная такая. Что касается судебной системы, знаете, да, Майя Санду пришла от власти на обещание побороть мафию, разрушить стату каптурат. И вернуть миллиард. И вернуть миллиард. Хуже всего, конечно, с возвращением миллиарда. Да? Это такая вещь, которой никто, к сожалению, никогда не добился, не только в Молдове. Она постепенно, ее подход был очень романтичный. Давайте мы проведем всех через ветинг, самых лучших, самых... Это романтично было? Это очень романтично, потому что самые лучшие – это те, которые не могут ни себе помочь, ни системе, ни стране. Они очень пушистые, очень мягкие, очень правильные. Они ездят на работу на маршрутке, да, и пьют вечером кефир перед сном. Но это не те люди, которые могут разрушить систему. Да? Но это я всегда был очень скептично относился к этому подходу. Это зло нужно перебороть большим злом или меньшим злом. Опять же, образно, чтобы не поняли наши зрители, что я там. Но тем не менее, сам факт, что сегодня Плохотнюк всемогущий, причем всемогущий не только в Молдове, но и всей нашей зоне на международном уровне, сегодня в 13-м изоляторе, это большое достижение. Я вам гарантирую, что он будет посажен. Но он может быть и освобожден? Нет, он не будет. Потому что наконец-то они поняли там в Кишиневе, что надо не только с белыми перчатками, но надо с другими перчатками с ними работать. Использовать какие-то методы, которые они использовали. В том числе иметь возможность или договоренности с теми, которые могут помочь в этом процессе. Как кто? Сегодня все подельники Плохотнюка желают ему только одно, чтобы он сидел как можно больше в тюрьме. Подельники этого хотят. Потому что, во-первых, чтобы они спаслись, а во-вторых, чтобы что они награбили, им досталось. Ну, почему? Ладно, если вы готовы написать, как Шор писал на Филата, потом на Платона, там сидел, он даже не писал, он подписывал. Сумки с деньгами показывал. Да, и другие вещи. То есть, я уверен, что эта система не разрушена, да, казнократство там, или и так далее, но она получила серьезный пробой. И сегодня уже никто не бегает, как раньше бегали по правительству или по президентуре, и не носит котлет. Но это важно. Это важно. А вы знаете, еще один вопрос, он у меня связан с евроинтеграцией, путь, который Молдова определила для себя через референдум, который был в 2024 году. Вот почему при всех декларациях о реформах, власть декларирует, что мы проведем реформу, мы привлечем инвестиции. Вот все-таки по-прежнему, как нам кажется, может быть, это не так, вам это виднее, как бизнесмену и экономисту, инвесторы все же с опаской смотрят на Молдову.
Ну, Так это или нет? Во-первых, не так с опаской, есть какие-то инвестиции. Местный рынок неинтересный, он слишком маленький, он не такой интересный для того, чтобы производить что-то для местного Но он всегда рынка. будет таким маленьким. Значит, Такое, опять же, возвращаясь к тому, что я вам сказал. Мы не должны мечтать о том, что мы будем развивать промышленность, потому что у нас нет рабочих рук много и дешевых, и мы не можем развивать массовое сельское хозяйство, потому что у нас проблемы с климатом и так далее. Тем не менее, вот эти структурные изменения, которые я вам сказал, что переходим к другим формам экономической деятельности, услугам, сервисам, IT, они на самом деле подтолкнули целый поток инвестиций, который сегодня является невидимым. Мы, например, сегодня имеем проекты 5-6 миллионов евро, которые мы сегодня тратим для того, чтобы строить какие-то продукты IT. в Молдове. Мы должны выйти, как я вам сказал, из того туннеля мышления, что да, мы аграрная страна, мы должны переработать и производить молоко там, и так далее. Вы будете удивлены, мы производим сегодня практически все потребление молока и начинаем уже экспортировать. Мы производим очень большое количество мяса. Мы сегодня получили статус экспортера Евросоюза мяса, птицы и так далее. Эти вещи происходят. Но ожидать, что кто-то глобально придет и построит в Камрате второй Фуджикуци, или как он? Фуджикура называлась. Да. Фуджикура, да, чтобы не обиделись японцы на меня. Этого не будет. Мы должны другую экономику строить. Есть ли силы в стране, может быть, последний вопрос здесь, есть ли силы в стране, силы у власти в стране, которые могут сделать вот эту экономическую, какую-то трансформацию в стране, чтобы экономически люди почувствовали, что страна становится крепче? Есть ли такие силы сегодня у власти? Вы знаете, во-первых, я не согласен с теми, которые сегодня говорят, что вот история с ними началась. Последние партия правящая и руководители говорят, вот впервые за 30 лет и так далее. Ну да, слово «впервые». На самом деле, резилиенция, да, как это на… Возрождение, да? Не резилиенция, то есть страна строилась с первого дня. И ее сила или самодостаточность, может, не экономическая, но политическая и так далее, она образовывалась и во время кризиса, а не во время кризисов, и во время экономических и территориальных конфликтов и так далее. И вот это все постепенно укрепляло и создавало эту государственность. Она не создается в последние годы. Поэтому резилиентность или устойчивость устойчивость Молдовы, она значительно больше, чем мы себе представляем. Она не упадет через ночь. Она не станет ничьей легкой добычей или жертвой или плодом вожделения. Да? И сегодня единственное, что у меня есть такая я не против левых, правых, популистов, государственников, консерваторов. Даже наоборот, сегодня, к сожалению, у нас нет идеологических политиков. Они все оппортунисты и смотрят в лапу кого-то, что им дали на жизнь. Меня больше сегодня заботит качество нашего лидершипа. Что у нас 28-й год, заканчивается мандатом Майя Санду. Да? Под нее сегодня построена вся вертикаль власти и так далее. Что будет после 28-го года? Кто придет ей на смену? Какие политические партии? Какие лидеры? Если это будут какие-то как Кырлан бегает по полям, или какой-то там мой друг Ренато Усатый, который все обижается, что я его не хвалю в передачах. Он прекрасный парень, он надел костюм, галстук, он хорошо выглядит. А кто у нас? Какое будет следующее поколение? Вы знаете, господин Стурзак, когда появилась Майя Санду, мы слышали очень много, что разве может эта маленькая женщина с рюкзачком на спине стать президентом и делать что-то серьезное и полезное для этой страны. Вот такое было мнение тогда, когда появилась на арене политической амбиция у самой Майи Санду стать президентом. Но в это никто не верил, кроме меня. Вы верили? Конечно.
Вы не разочарованы еще? Я носил за нее сумочку в Бухаресте, потому что она носила с собой большой компьютер, который был очень тяжелый. И я, как джентльмен, носил за ней сумочкой и открывал двери в посольство, других. И я верил в ней. Я ее ругал публично. Я помогал ей. И я верю, что она с достоинством закончит свой мандат и будет еще полезной своей стране. А вы готовы помогать и другому такому человеку, который, наверное, да, еще 2 года есть до истечения мандата президента, и, наверное, появятся какие-то люди в стране, которые... Конечно, я делаю разницу между Майей Санду, президента, и человеком. Я хотела бы спросить, если бы вам мы задали бы такой вопрос в завершении этого выпуска, что вы могли бы предложить гагаузам, которым предстоит, мы очень надеемся тоже, да, что будут выборы в Народное собрание Гагаузии, что вы могли бы сказать избирателям, как человек, который понимаете и знаете, от чего Гагаузия страдает как минимум последние 2,5 года, и что нужно сделать каждому избирателю, чтобы не позволить снова каким-то политикам, шулерам, как вы сказали, использовать гагаузского избирателя и сделать то, что они сделали на сей раз с автономией? Во-первых, последнее, что я хочу сделать, это дать какие-то личные рекомендации гагаузам. Я уверен, что выборы будут, и будут не в долгосрочные, даже не в среднесрочные, поэтому нужно готовиться. Во-вторых, Кишинев не будет вмешиваться, как они делали раньше, запугивание, подкупом, чтобы выбрать каких-то там или создать какие-то альянсы. Здесь не будет этого. Да. Конечно, у Кишинева, насколько я понимаю, есть какие-то свои преференции или симпатии, антипатии, но не будет этого. Поэтому вся ответственность выбора ложится сегодня на гагаузский народ. Они должны просто выйти из этого туннеля, который создали в последние годы так называемые политики, которые даже сложно их сказать, найти себя достойных, а их очень много, лидеров, которые могли бы, по крайней мере, ближайшие 2 срока работать на интересах гагаузов. Спасибо вам огромное, спасибо за время, которое вы выделили для этой беседы. И мы будем приглашать еще. И надеемся, что вы будете знакомиться с Гагаузией все больше и больше, потому что вы нам до начала эфира сказали, что вы не так много знаете. Вы были только в Кангазе, и практически все. Поэтому Гагаузия тоже интересна, есть очень много интересных мест. И самое главное, наверное, надо сказать вам спасибо за то, что вы сегодня рассказали о том, что ваше первое знакомство с гагаузами было вот таким вот добрым, с трудолюбивыми людьми, которые оставили такое хорошее впечатление. Спасибо вам за приглашение. О гагаузах как о народе. Друзья, Ион Стурза был гостем нашего выпуска сегодня. Мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова, говорим спасибо, что вы были с нами. Знаете, о чем мы вас попросим сейчас. Ставьте лайк, если эта дискуссия вам понравилась. И, безусловно, друзья, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Порекомендуйте друзьям. Это действительно важно для нас, потому что мы хотели бы, чтобы аудитория единомышленников расширялась. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.